Хочу рассказать вам немножко правды о террористе Путине. Сегодня мне рассказали историю, связанную с его злодеянием, с его жестокостью, с его аморальностью. Дело в том, что когда убили Зелимхана Хангашвили здесь, в Берлине, в Германии, первое, что сказал Путин после задержания их киллера Вадима Красикова, он сказал, что Зелимхан Хангашвили взорвал метро и был террористом. Потом он сказал, что это были бандитские разборки. И последняя версия была, когда он давал интервью Такеру Карлсону, где Владимир Путин сказал, что Зелимхан Хангашвили очень жестокий человек, и он переезжал на машине через головы пленных российских военнослужащих. И он тогда вопрошал, это разве человек, разве это там возможно? Ну, вы можете посмотреть это видео и убедиться сами в его лицемерии. На самом деле Зелимхан Хангашвили был обычным бойцом чеченского сопротивления, никого не убивал, и пленных, и военных преступлений не совершал, международное гуманитарное право не нарушал. А вот что было на самом деле. В 2000 году на территории Северной Осетии, в Моздоке, ныне это Северная Осетия, находились пленные чеченцы, заложники, кого обвиняли в сопротивлении, кого просто забрали. И на эту базу приехал, на этот концлагерь, приехал Путин в 2000 году, в самом начале Второй русско-чеченской войны. Так вот, этих чеченских военнопленных заложников и мирных людей, возможно, среди них были и бойцы сопротивления, положили на землю, связали их, и на грузовой машине Путин сел за руль и переезжал через головы. И именно эту историю он рассказал Такеру Карлсону, только он говорил о Зелимхане Хангашвили, хотя это он совершал это. И эту историю переезжал через голову, убивал таким жестоким способом людей. Хотя он сказал, что это сделал Зелимхан Хангашвили, и так удивлялся жестокости и возможности, что вообще как может человек быть таким жестоким. Поэтому, вероятно, это делалось для того, чтобы другим показать пример, что если президент вот так жестоко убивает людей, то можно другим тоже самое делать. Вот кто такой Путин. Знайте это, знайте.